Доброе утро. 8:36. Время столичное. Программа «Салям» продолжается на телеканале БСТ. В студии для вас работает Сиявуш. Друзья, сегодня отмечается праздник очень необычный. И люди, скажем так, не самой, мне кажется, популярной профессии. Сегодня во всей России, друзья, отмечается День кинолога. И по этому поводу мы пригласили к нам в гости кинолога Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Надежду Отвесову. Надежда, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте сразу заметим то, что вы не одни. В принципе, что само по себе уже заметно. Да, я пришла со своим напарником, его зовут Торин. Ваш коллега, напарник, который смотрит вас, не отводя от вас взгляд. Ну, потому что он еще и друг. Самое главное. Да. Слушайте, подскажите, пожалуйста, день кинолога. Вот кинологи, кто эти люди? То есть чем они занимаются? У вас же, я так понимаю, немножко отличается специальность, да, нежели от кинологов там других каких-то структур. Ну, кинологи – это вообще люди, которые работают с собаками, а кинологи-спасатели, да, это немножко отдельные, так скажем, направления. Это люди, которые занимаются спасением, люди с собаками, которые занимаются непосредственно спасением, оказанием помощи в экстремальных ситуациях. Это и поиск, это и спасение в воде, спасение в горах. Этим занимаются собаки-спасатели вместе со своими наставниками, так скажем. Вот. А вообще, помимо того, что сегодня день кинолога, вчера был день кинолога-спасателя. Вчера было 25 лет, как сформировалась кинологическая служба. В России? Да, именно спасение. Уже четверть века вы уже, получается, спасаете жизни, воспитываете собак для того, чтобы находить людей. Слушайте, ну а как вот методы воспитания? То есть как вам достаются собаки? То есть где-то вы их сами находите, это ваши личные? Тут все зависит от структуры непосредственно, где работает кинолог. Кто-то работает с теми собаками, которые выращиваются, допустим, у них на питомниках. В нашем же случае мы берем собак сами. То есть это моя личная собака, я ее сама выбирала, сама за ней ездила. Вот, он живет со мной, и со мной же работает и мной воспитывается непосредственно. Слушайте, ну бывает такое, что вот надоел дома еще и на работе? Нет. Это вот кинолог с собакой, это должно быть одно целое, потому что если ты не доверяешь своей собаке, работы не будет. Ты должен ее чувствовать, ты должен ее понимать, ты должен ей доверять. Если не будешь ей доверять, не будешь ее чувствовать. Если собака не будет доверять кинологу, работы не будет. Это одно целое. Слушайте, а методы воспитания, вот отличаются ли они, скажем так, да, вот от методов воспитания, ну, от тех же самых сотрудников МВД, да, скажем так, все-таки все равно же сотрудник, я так понимаю, да. То есть это кнут и пряник или такой игровой процесс больше? Не буду говорить за сотрудников МВД, какими методами они сейчас пользуются. Ну, вообще, в целом, кинология старается отойти от методов кнута и пряника. Здесь больше, да, идет, так скажем, пытаемся объяснить собаке, что поиск – это игра, что это здорово, это весело, и чтобы собака от этого получала удовольствие. Если будешь собаку заставлять именно в поиске, а поскольку у нас зачастую собаки работают удаленно от кинолога, собака не будет работать именно на принципах, если ее заставлять, да. Поэтому для собаки игра, он очень любит искать. Они прям, когда он видит, что мы собираемся на поиск или на тренировку по поиску, они прям вау-вау, мы идем работать, да. Какое идет поощрение после, вот, по результату, так скажем, проделанной работы? У всех собак по-разному. Кого-то достаточно поиграть, кому-то, допустим, нужно покормить. Зависит от того, что собака больше предпочитает. Ну, если конкретно брать вашего коллегу Тори. Он делает и за то, и за другое. Если мы вдруг пошли на тренировку, я где-то там засуетилась и забыла или игрушку, или еду, с ним можно снять с себя перчатку, взять перчаткой и поиграть с перчаткой. Ему не важно. То есть вот эта собака и собаки этой породы в целом именно ценны тем, что они хотят работать. Вы сами видите, он смотрит, постоянно ждет, давай что-нибудь будем делать. Да. Ему без разницы фактически, за что он будет работать. Главное, это должно быть еще искренне. Не так, что, я тебе дала сосиску, и все, ты молодец. А это должно быть, он должен понимать, что хозяин радуется. Слушайте, прикольно. А есть ли какие-то определенные породы, которые работают именно в вашей структуре, именно спасатели? Да, есть породы, которые берут чаще всего. Это, например, лабрадоры, поскольку они изначально охотники. Это малинуа, бельгийские овчарки, бордер-колли, спаниели, бигли встречаются. Есть еще другие породы, но это уже зависит от предпочтения человека, и их намного меньше. Слушайте, а все ли кинологи, получается, работают со своими собаками? То есть вот это ваш личный, скажем так, друг, пес, а вот у остальных? Я знаю, что есть кинологические отряды, где собак выдают, так скажем. Поскольку в республике это вообще единственная собака по данному профилю, работающая, состоящая официально на службе, я могу сказать только за него. Это моя личная собака, состоящая на службе
А есть какой-то зарплат, что-то он получает, или как? В виде корма, я не знаю, что какое-то поощрение. Ну, да, он получает... Есть какие-то определенные, Да. скажем так, ништячки. Да. Слушайте, хорошо, как вообще становится кинологом? То есть, ну, вот с чего начинался ваш путь? У меня появилась моя личная собака Спаниели, до этого занималась с ним. И я искала, чем бы, ну, его развлечь, наверное, как бы найти какое-то занятие с ним совместное. И узнала, что, оказывается, у нас в Уфе был волонтерский отряд, где вот обучали как раз-таки людей со своими питомцами поиску пропавших. И ну, туда пошла, и уже порядка 9 лет, наверное, этим занимаюсь. Вот началось все с волонтерства, с одной собаки. Потом я поняла, что мне нужна более сильная собака. Я привезла себе Торина. И на одних из соревнований я познакомилась с начальником нашей службы Тимашевым Владимиром Викторовичем. Он меня пригласил на работу. Мне очень нравится, как он преданно так смотрит и ждет, когда, что, куда. Хорошо. Смотрите, вот по поводу того, вот те, кто задумывается об этом, да, скажем так, может быть, тоже вот, не в силу, как скажем так, профессии работы, а как вот волонтеры тоже, у кого есть собаки, вроде бы довольно-таки послушные. Может быть, методы обучения или как-то, или где-то вы проводите, где-то вы делитесь своим опытом, чтобы тоже так же, вот как вот вы начинали когда-то волонтером, скажем так, да, сейчас это ваша профессия. Да, конечно же, мы всегда рады новым людям, которые приходят к нам со своими собаками и Готов к действию. сядь. И ну, готовят их. Мы всегда открыты для общения. И в любом случае, даже если человек у нас бывает приходит без собаки, хотят пообщаться, просто, ну, говорит, Просто мы хотим хотя бы побыть. пообщаться, посмотреть. Мы рады, потому что суть в том, что наши тренировки, в отличие от тренировок других направлений, там, послушания или еще чего-то, не могут проходить без людей. Нам нужны люди, которых мы будем прятать, которые будут изображать из себя пострадавших. И каждый раз желательно, чтобы это были разные. Поэтому, новые люди. Да, мы всегда рады, если к нам приходят и готовы куда-то поехать. Вот. Мы их прячем, собачки их ищут, а взамен там море любви, ласки. В ответ. В ответ, да, мы гарантируем. А где это проходит? То есть как люди могут связаться, куда-то приехать, может быть? Они могут связаться со мной по телефону 8 965 640 89 Чека сразу 84. реклама. Если вдруг, друзья, вам стало интересно, как можно связаться с Надеждой и пообщаться поближе с Тори, да, и со мной, и с другими, я так понимаю, да, спасателями, Да. вы можете написать в группу ВКонтакте, в Инстаграме, мы обязательно поделимся координатами и контактами, как вы сможете это сделать и поучаствовать, да, скажем так, в имитации спасения или быть спасенным. Да, или же принять именно участие и ну, попробовать себя в роли спасателя, подготовить свою собаку и в дальнейшем, да, помогать спасать людей. Да. А Тори исполняет все ваши команды? Все, которые знают. Которые знают. То есть есть определенный ряд команд, которым... Которые он не знает. Но есть, которые лучше не надо. Все хорошо. Ну, и я думаю, будет правильно, Надежда, что вы сейчас поздравите своих коллег, которые смотрят нас, и пожелать что-то от себя. Да, я желаю всем кинологам-спасателям как можно меньше выездов, а если выезда, чтобы случались, чтобы они были все с итогом найден жив. Это самое главное. Спасибо вам большое. Ну, и самое главное, вот, как и вам, и всем вашим коллегам, здоровья. Нелегкая профессия. Это сколько нервов нужно, пока будешь, пока научишь. Слушайте, ну и финальный вопрос. Есть ли какие-то методы обучения, вот, скажем так, собак, вот другим, кто сейчас нас смотрит и хочет подготовить свою собаку, какие-то, вот, скажем так, примеры, может быть, или какие-то советы? Как обучить? Или это все индивидуально? Это все настолько индивидуально, как у нас доктора не лечат по телефону. Да, мы не даем консультации, не видя собаку, потому что можно сейчас что-то посоветовать. А у собаки же как люди, у них разная нервная система, и они по-разному могут воспринимать информацию, поэтому надо смотреть. Все, понятно. Спасибо большое. С праздником еще раз. Тори, тебя тоже с праздником. Ты настолько увлечен хозяйкой, что, смотри, даже не обращать внимания на окружающие. Все, с праздником вас.